Я народный целитель Узбекистана, Ярматов Алишер, родом из Самарканда. Я занимаюсь змеиным ядом. Уже лет 30-35 лет занимаюсь брать змеиный яд и приготовить лекарства и лечить людей. В данном моменте мы приготовили несколько уколов, инъекций из яда кобра. Вот это уколы из 0,2% приготовлены из яда кобра. А это 0,3% приготовлены из яда кобра. Она, в первую очередь, снимает воспалительный процесс, очень быстро поднимает иммунитет и разрушает раковые клетки в организме. Это и у меня есть, у всех есть раковые клетки. Поэтому что многие берут, как профилактика тоже. Здесь у меня еще есть из яда гадюки и гюрза. Она только приготовляем его только 0,15%, потому что его яд очень сильный. В данный момент вот до сих пор меня укусили, они 302 раза укусили. Все руки у меня в ненормальном состоянии. Из них 26 раз кобра, 6 раз укусили там гюрза. Вот в данный момент мы приготовили еще мазь из яда кобра, можно назвать мазнайотокс. А здесь мы добавили там яд кобра и змеиный жир. И вазелин приготовили мы. Вот она помогает, если проглотить как горох, очень сильно помогает от язвы желудка. Даже можно поставить геморрои. Даже вот детям можно дать как горох утром один раз. Убивает глисты, потому что среди них есть яд кобра. Она очень хорошо помогает от артрита, от остеохондроза. Можно намазать за день. Очень хорошо помогает. Еще мы приготовили, есть у нас есть мазь из яда гюрза. Она как випросол. Ну, потому что мы свои яд добавим. Здесь никакая махинация, ничего не будет. Вот в данный момент я сейчас нахожусь у санатория доктора Тахири. Я хочу вместе с ним сотрудничать и своим знаниями, потому что у меня нет врачебных знаний. Хочу защитить докторскую диссертацию. Этим я дам как принимать. Вот в данном моменте, вот лет 35 у нас были больные из Казахстана, Киргизии, Таджикистана, из России. Тоже приезжают. Даже были такие случаи, даже из Америки приехала одна женщина. Вот она брала только желчный пузырь кобра, потому что в интернете есть желчный пузырь кобра, как она помогает больному рака. Яд кобра во многом помогает. Поэтому я очень хочу сотрудничать с доктором Тахири и вместе работать. Спасибо. Мы некоторым людям даем питье из чистого яда. Там ничего не добавляем. Только сухой яд есть у нас. Мы это разбавляем водой и даем. Она сразу поднимает иммунитет. Был такой случай, там была женщина севера. Она приехала, спит была у нее. У него иммунитет был 200. Я тогда знал, что иммунитет цифрами измеряется. Потом я начал ее лечить. Она уже развелась с мужем тоже там. Ну, у нее где-то через 6 месяцев, по-моему, у нее поднялась иммунитет до 1000. Вот в данный момент она в Турции работает. Если у нее была бы сейчас так инфекция, его давно бы вернули бы сюда. Вот недавно она была у нас в Ташкенте и приехала с Турции. Но она красивая, нормально одета, все там у нее было нормально. И чистый яд, вы знаете, когда вот многие говорят, чистый яд портит печень. И это неправда. Потому что меня 302 раза укусили и гюрза, и кобра. От печени у меня никакой жалобы нет до сих пор. Вот, поэтому я всегда говорю, она очищает кровь, тогда и печень будет нормально работать, почка будет нормально работать. Когда кровь и печень нормально работает, это иммунитет, я думаю. Тогда человек уже быстро выздоравливает. Многим людям мы даем, даже многие, даже уколы не хочет, просит только питье из чистого яда. Она сразу действует, уже день-два, и лицо очищается,
красивее становится, омолаживается человек. Вот мне сейчас 72 года, я постоянно в движениях. Например, вот 2 дня тому назад я был в Грузии, позавчера был в Ташкенте, был в Самарканде, вот сейчас уже в Таджикистане я. Я уже 72 года, вот многие там сидят и думают, что делать. А я не устаю никогда, не устаю, потому что в моем теле есть яд. Поэтому я себя прекрасно чувствую. Это 0,3% яда кобра. Мы берем от него 0,1, когда первый раз уколы. Там по схеме будут делать эти уколы. 0,1. Надо хорошенько очищать воздух. Вот это 0,1. Точно 0,1. Давай. Вот мы подумали, грижа вот так будем делать уколы. Грижа? Uzarsın, avun taraf uzarsın. Сюда не трогаем. Чуть-чуть бок возьмем. Сантиметров 2-2,5. Взяли. Раз и два. Все. Это пошла. А второй укол. Это ягодицу. Здесь ничего страшного, не болезненно. Вот и все. Сразу можно стараться. Вот мы сейчас ему сделали кобра 0,1 ему. У него позвоночная грыжа. Завтра делаешь гадюка. Вот здесь написано гадюка. 0,2 завтра. Потом один день отдыхает он. Еще потом кобра, кей написал я, 0,2. Потом гадюка 0,3. Потом еще один перерыв будет. Потом еще 5 укол. Кобра 0,3. Гадюка 0,4 будет. И еще один день перерыв. Он мужчина. Ему остальные каждый день можно делать, пока 0,4 будет идти. Без перерыва. 0,4, 0,5 не надо. 0,4 до конца будет идти. Это один курс будет. Но здесь мы написали сюда 10 уколов, но здесь будет где-то 15 уколов. Это его польза. Остальные 5 уколов. Потом еще будет идти, потом 0,4 будет идти. 0,5 не надо. Вот диета есть у него. Яйцо, морж, горох, кофе. Казы здесь нету, Ташкенте есть казы. Спиртное, дыни, семечка, кола и орех, и рыба. И когда течение рыба, это можно. Когда вот хавузе держит рыба, этого нельзя, потому что они всякими гормонами кормят. Поэтому нельзя. На всякий случай при себе иметь держать супрастин анаргидимизм. Вот некоторые приходят, они яйца кушал, морж, шурва пил с горохом. Им нельзя укол делать. Потому что она не любит горох и морж, яйцо. На всякий случай иметь супрастин анаргидимизм от аллергии. Если вдруг будет, это редкий случай, очень редкий случай.
Вот 2 дня укол, 1 день перерыв. Это не каждому. Вот мужчина, он каждому получил. Ana sağ. Все. Это второй укол. Вот здесь, когда делаешь, вот смотри, вот так держи. Так. Сейчас я вот так делаю, это кость здесь. Вот так будешь держать, вот так. Maz. Maz ötü. Мажешь.